Добрый вечер. В эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Прокопали, положили, провели до дома за 2 дня. Плита на кухне на радость хозяйки. Голубое топливо в доме семьи Царитовых. Событие долгожданное. Они участники социальной программы по догазификации. В торжественном пуске принимал участие глава республики Сергей Миняйло. Огромная благодарность за понимание, за поддержку. Выявить проблемы, найти конкретные решения. Североосетинский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» принял свыше 900 заявок. Обращения поступали даже из других субъектов страны. В целом по России зарегистрировано более 126 тысяч различных фейков. В Общественной палате республики провели заседание штаба перед предстоящими выборами. Говорили о подготовке наблюдателей и обеспечении информационной безопасности. Все подробности через несколько минут. Сергей Миняйло провел рабочую встречу с начальником управления на транспорте МВД России по СКФО Сергеем Басовым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия, меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта в регионе. Сергей Басов поблагодарил главу республики за плодотворное сотрудничество. Кроме того, в рамках визита в регион Сергей Басов представил личному составу нового руководителя Владикавказского линейного отдела МВД России на транспорте Виталия Гизоева. Наша республика – одна из самых газифицированных субъектов страны. Протяженность сетей – 6500 километров. Благодаря этому на сегодня голубое топливо есть почти во всех населенных пунктах. Более 2000 жителей уже подали заявки на бесплатное подключение к газу в рамках льготной программы. И эта цифра не предел. Герои нашего следующего сюжета – семья участника спецоперации. Всю жизнь мечтали уйти от практики использования электричества. И вот, наконец, начались работы по прокладке трубы. 180 метров под землей, еще 14 внутри участка. Событие настолько долгожданное, что в пуске голубого топлива принял участие глава региона Сергей Миняйло. Субсидировали, вот это все нам провели, и печку, и котел, и счетчик. Этого момента, пламени, горящего под конфоркой, семья Царитовых ждала долго. Строить свое жилье начали еще 6 лет назад. Все это время для бытовых нужд использовали электричество, что, естественно, было накладно. Семья решила принять участие в программе социальной догазификации. Для Царитовых это большое событие. Сегодня в торжественном пуске голубого топлива приняли участие глава республики Сергей Миняйло и генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Алан Кудзаев. Когда эта программа начиналась, стоимость технического подключения была неподъемной для людей. Вот я знаю регионы, где стоимость технического подключения, Алан подтвердит, от 300 до 500 тысяч. Ну, как бы, откуда у людей такие деньги? Да? Поэтому и было принято решение помочь людям подключить. Мы средние затраты взяли, а подключение оно идет на 2 точки, да, то есть плита и котел на 2 точки. И, в принципе, выработали среднюю цифру 100 тысяч. Сын Олег Царитов находится в зоне спецоперации. Так семья стала 1080-м участником программы. Работы по установке газа начали 2 недели назад. Проложили 180 метров газопровода под землей. Еще 14 метров протянули внутри участка. Буквально вот за очень короткое время все это проделали. Вот каждый день работали, каждый день они в один день прокопали. Я была просто удивлена, что так можно так быстро вот это проделывать. Они вот эту трубу проложили под землю, прокопали, положили, провели до дома за 2 дня. Потом уже догазификация вот по дому, что провели, ну и подключение к приборам. Вот, тоже 2 дня. Проложили газопровод низкого давления
подземной прокладки диаметром 90 до границы домовладения. Потом нами было сделано газопровод внутри участка диаметром 25-28 метров. И внутри домовладения были установлены газовый счетчик, газовая плита и котел. На данный момент все договора составлены. По району мы приняли 494 заявления от абонентов по догазификации. Из них 376 абонентов уже газифицированы до участка. 190 абонентов уже спуском газа. Таких заявок по республике на сегодняшний день больше 2000. Столько же договоров заключили с будущими потребителями. К слову, Северная Осетия входит в десятку лучших регионов, где программа догазификации успешно реализуется. Принято 2110 заявок, из них 1886 мы довели до границы участка, 1080 уже полностью был произведен пуск газа. Если вы помните, еще год назад было 1442 заявки, и с каждым днем они увеличиваются. Люди поверили, что это действительно социальная догазификация, республика помогает. В этом году «Газпром» газораспределение Владикавказ отмечает 70 лет со дня образования. Компания – самый крупный работодатель республики. Более 2500 сотрудников, которые ежедневно обеспечивают голубым топливом 236 тысяч домовладений и квартир. И более 6500 госучреждений, промышленных предприятий, заводов. С юбилеем и профессиональным праздником сотрудников компании поздравил Сергей Миняйло и вручил благодарственные письма. Лучшие специалисты у нас работают в вашей структуре. Да, лучшие, скажем так, специалисты, которые знают газовое оборудование, работают тоже в вашей структуре. Вот, и вот сегодня эта работа дает результат. Это, конечно же, и стимулирует, и, соответственно, люди понимают, что их работа видна даже на уровне главы республики. Сегодня Северная Осетия – один из самых газифицированных регионов страны. Протяженность сетей – 6500 километров. Голубое топливо есть почти во всех населенных пунктах республики. Лидия Цахилова, Хетак Гапоев, Новости Осетии. Почти 1000 заявок, и это менее чем за полгода. Филиал фонда «Защитники Отечества» в нашем регионе, созданный по указу президента, помог решить те вопросы, которые, казалось бы, личная проблема самих людей. Обращаются жители не только нашей республики. Заявки поступают из самых дальних регионов страны. Волнует разное санаторно-курортное лечение, вопросы ЖКХ, восстановление документов, медицинское лечение родственников, участников СВО. В общем, категорий много, и помогают в этом специально обученные координаторы. Какие самые необычные вопросы поступали, узнавала Дана Малышева. Не оставить маму одну, помочь справиться, пока единственный сын, офицер, выполняет служебный долг. На просьбу участника спецоперации тут отреагировали, как всегда, оперативно. У Евгении Федаровой выявили онкологию. 30 тысяч на лекарства и дальнейшую реабилитацию. Лечение в стационаре РКБ. Все, что так нужно, есть сегодня бесплатно за счет фонда «Защитники Отечества». Огромная благодарность вот тому человеку, кто создал вот этот фонд, и всей команде во главе с директором Хитагуровой Марины Константиновны, и выражаем благодарность, огромную благодарность вот за понимание, за поддержку. И за внимание, даже когда, казалось бы, сугубо личная проблема самих людей. Сын Евгении Федаровой не оформил дом, и здесь тоже не обошлось без помощи фонда. Теперь, когда боец вернется, останется только заселиться, а если появятся любые другие трудности, вновь готовы откликнуться. Все вопросы, которые у них возникли, социальные, мы все им помогли решить. И мы уже подружились с этой семьей и дальше продолжаем наше сотрудничество и поддержку. Мы каждому найдем свой подход и каждому стараемся помогать, потому что здесь собрались все те люди, которые неравнодушны к нашей стране, к нашему будущему. Собрались, можно сказать, все патриоты, которые любят свой народ, свою страну и хотят оказывать содействие и помощь
каждому человеку и жителю нашей необъятной Родины. Олегу Макееву, бывшему командиру минометного расчета батальона «Шторм Осетия», здесь нашли работу. Там, на передовой, в 7 метрах от него взорвался снаряд. В итоге получил тяжелейшую контузию. К военной службе теперь не годен. Помогать тем, кто сейчас особенно нуждается в этом, предложили в фонде. Теперь он социальный координатор в Алагирском районе. Был в Москве на форуме ветеранов специальной операции. Потом повышение квалификации тоже от защитников Отечества. Я это уже все прошел, уже знаю, как это все, и мне как-то легче с ними им говорить, какие документы надо собирать, что нужно, куда нужно. Создать условия, которые обеспечат достойную жизнь участникам СВО и семьям погибших, указ Владимира Путина. Филиалы фонда «Защитники Отечества» действуют с 1 июня. За это время в нашей республике почти 1000 заявок и самых отдаленных и даже новых присоединенных субъектов. Дана Малашева, Хета Гапоев, Новости Осетии. В Общественной палате провели завершающее заседание штаба перед предстоящими выборами. Обсудили все этапы подготовки к единому дню голосования, который пройдет 9 и 10 сентября. Говорили о подготовке общественных наблюдателей. Их список утвержден, они представляют 12 субъектов наблюдения. Это представители 2 политических партий и нескольких общественных организаций. Все они уже прошли обучение по специальной программе. Как отметила председатель Общественной палаты республики Нина Чеплакова, в списке увеличилось количество молодых людей и напомнила, главный приоритет – обеспечить легитимность и прозрачность выборов. На совещании также обсудили доклад Ассоциации независимого общественного мониторинга. Он посвящен теме информационных атак. С 1 февраля нынешнего года по сегодняшний день в целом по России зарегистрировано более 126 тысяч различных фейков. И степень их направленности, она достаточно высока. То есть они не на каких-то конкретных кандидатов острие свое критики, так скажем, направляют, а в целом на избирательную систему, на действующую власть в целом в Российской Федерации, на то, чтобы вызвать негативное отношение к процессам в обществе. Этого допустить, конечно, нельзя. На площадке СУГУ студенты республики заглянули в будущее вместе с обществом знания. Тема необычная. Искусственный интеллект в физике заменят ли исследователей? С такой работой выступил заведующий научно-учебной лабораторией методов анализа больших данных Высшей школы экономики Денис Деркач. Лекция базировалась на 3 примерах из искусственного интеллекта: системах сбора данных на коллайдере, генеративных моделях, похожих на задачи, которые выполняет физика, а также на примере инженерной оптимизации с помощью методов машинного обучения. Собравшиеся пришли к мнению, искусственный интеллект не заменит человека как исполнителя. Он играет роль помощника. Память священников-педагогов увековечили в конкурсе «Первые учителя-просветители Осетии». В рамках празднования 1000-столетия крещения Алании мастера республики создали скульптуры, в которых отразили свое видение великих наставников. Они не просто давали знания, а помогали строить школы и дороги в труднодоступные горные села. Оценивали работы участников представители епархии и Министерства культуры, а также общественные деятели. Первое место досталось Алану Карнаеву, второе – Олегу Цхурбаеву и третье – Тамерлану Черчесову. Актуальность его обусловлена еще тем, что нынешний год в Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника. Но здесь, наверное, еще особая сфера, потому как конкурс касается духовности Осетии. В конкурсе принимали участие 12 скульпторов, 12 мастеров. Ими было изготовлено 22 композиции скульптурной, макеты. Решили выделить все-таки одну работу, самую такую вот понятную, оформленную в эту идею, абсолютно не умаляя остальные. Может быть, с Божьей помощью и какие-то другие работы найдут свое место. Кстати, вчера у нас и решили таким образом тоже. Есть работы, которые, может быть, в этот концепт не попадут, наши идеи, но они обрели свое место. То есть это пока тайна, но вот я думаю, что впоследствии будет известно даже, что вот некая работа, она свое очень достойное место найдет.
В Национальном музее республики открылась персональная выставка художницы Ирины Яковлевой. Она представила больше 70 работ. В основном это женские образы. Романтичные, задумчивые девушки на полотнах окружены деталями, птицами, цветами. Картины написаны в смешанной технике. Ирина использует акрил, масло и графику. В экспозицию вошли и футболки с принтами автора. Это уже третья персональная выставка. Художница уходит от привычного для себя формата. Работы становятся больше и разнообразнее. За последние 2 месяца она написала почти 15 новых картин. Женские образы Ирину Яковлеву интересуют с детства. Вдохновением для меня всегда была моя мама, потом я росла, появлялся у меня круг общения. Через женщин я начала вдохновляться и писать картины. Вот первая моя картина, наверное, в 2017 или 2018 году была посвящена женщинам. И вот я начала создавать серию. И это нескончаемая, наверное, тема, которую можно развивать, с разных ракурсов смотреть, изучать женщину, потому что женщины, они многогранны. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.